Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, в прямом эфире передача «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и по телевидению, и радио НВК «Саха», Тетим Сахарадиата. Режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов, а сегодня в студию микрофона редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. Итак, в нашей сегодняшней передаче острые респираторные вирусные инфекции. Каковы меры предотвращения, чтобы уберечься от них? Коронавирус тоже никуда не делся, он в нашей среде. Подробнее об этом и другом в нашей программе буквально через несколько минут. А далее в нашей передаче тема тоже актуальная. Грозит ли глобальное потепление и насколько деградирована вечная мерзлота? Что думают об этом ученые, мерзлотоведы нашей республики? Ну что ж, итак, мы начинаем нашу телерадиопрограмму. В студии первый гость – это главный врач городской больницы номер 3, член Общественной палаты республики Светлана Николаевна Давыдова. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, я думаю, что, наверное, мы начнем, вот как я уже анонсировал, самых таких тем, актуальных тем, это вот острые респираторные заболевания вот этого осенне-зимнего периода. Да. Конечно, и коронавирус, COVID-19, как еще его называют. Вот как сейчас ситуацию вы оцениваете как специалист? И вообще, какие мероприятия уже проводятся в вашем медицинском учреждении? Пожалуйста, Светлана Николаевна. Юрий Николаевич, большое спасибо за поднятый вопрос, потому что мы именно в течение 2 лет, 2020-2021 года, мы как-то подзабыли немножко об острых респираторных вирусных инфекциях за спиной ковида, то есть коронавирусные инфекции. Да. Но мы уже понимаем, что в течение 2 лет здравоохранение, медицина сделала очень огромный шаг, очень огромные силы подала для того, чтобы вот этот ковид, коронавирусную инфекцию перевести, тоже к категории осенних, то есть осенних инфекций. И на сегодняшний день, конечно, учитывая те мероприятия, которые уже проводятся с августа месяца, в нашу республику первая партия вакцины против гриппа и ОРВИ поступила в августе месяце, а мы вакцинацию против ковида проводили уже с конца 2020 года все время, и из-за именно проводимых мероприятий, вакцинации и так далее, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью ОРВИ и ковидом, можно сказать, она стабильно средняя, даже не низкая, не высокая, а средняя. Чем я могу это мотивировать? Потому что проведена очень большая работа. Конечно, каждый сейчас уже человек понимает, что в любую инфекцию можно победить, именно его предупреждая. А это предупреждение, это у нас, конечно, это вакцинация. Проводится сейчас вся кампания вакцинации против гриппа. В республику поступила вакцина Совигрипп и Ультракс – это тоже новая категория вакцины против гриппа и ОРВИ. Она тоже очень неплохо реагирует, и, в принципе, его очень хорошо получают наши пациенты. И, можно сказать, сегодня где-то, только если взять по нашей больнице, мы вакцинацию провели, где-то 30% нашего прикрепленного населения мы эту вакцинацию сделали. Особый удар, конечно, мы делаем на вакцинацию детей школьного возраста, дошкольного возраста. И, конечно, особый упор делаем на вакцинацию людей старше 60 лет. Это, конечно, наши пожилые пациенты, которым мы обязаны проводить вакцинацию, у которых, как мы уже знаем, что есть сопутствующие заболевания, которым нельзя болеть, ОРВИ. Если даже болеть, чтобы это было предупреждено. Вакцинация проводится в каждом лечебном учреждении первичного звена, это во всех поликлиниках города Якутска. Также еще эти кампании проводятся в местах массового скопления людей, в торговых центрах, в парке проводили. Проводился ночь вакцинации. Мы уже его считаем постоянным. Это с помощью наших коллег, то есть наших тоже помощников. Театр эстрады нам
предоставляет площадку для проведения вот этой акции. Акция уже стала очень даже любима нашими горожанами. Да, вот сегодня, кстати, хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что 29 сентября Всемирный день сердца. Да, и сегодня в крупных торговых центрах, да, вот в столице нашей республики, на автовокзале, в порту, насколько я знаю, там проводят, вот, проверяют давление, да. На взрослое население тоже в этом плане-то. Поэтому вот такие акции, конечно, очень полезны, скажем так. Они полезны тем, что человек обращает на себя. Если вот эти акции сегодня вот один раз провели, второй раз провели, да, и при этом уже навыки появляются у самого населения. Это же тоже культура сохранения здоровья, и поэтому именно эту культуру мы должны прививать, именно проводя такие акции. Да, вот сегодня, конечно, работает колл-центр, общий такой, да, единый, Министерство здравоохранения нашей республики, ну и в вашем тоже городская больница номер 3 тоже есть. Да. Там тоже люди обращаются туда. Вот на ваш взгляд, Светлана Николаевна, вот как сегодня пациенты часто пользуются вот электронными услугами, ну, к записью, значит, к врачу, ну и так далее. Ну, как традиционно, да, можно сказать, да, у нас есть запись через госуслуги, через терминалы, да, также через ИР-14, все это можно записываться. Но традиционно все-таки наши больше, конечно, звонят в колл-центры. Если в период вот, высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом в день именно только на наш номер колл-центр нашей больницы поступало до 5000 звонков, мы этот период прошли в начале сентября, а в период повышенной заболеваемости ковидом мы получали до 17-18 тысяч звонков в день. Это было, конечно, кошмарно, но на сегодняшний день вот уже появилась именно та категория людей, которые записываются только электронно. И это, конечно, очень большая разгрузка для лечебных учреждений, для колл-центров. Но еще надо отметить, что именно по вот единому номеру 122 появился еще голосовой помощник, робот, который принимает звонки. И вот этот робот, он одномоментно может принимать до 1000 звонков. Именно архитектура строительства вот этого 122, она сейчас будет нам помогать для того, чтобы мы не пропустили ни одного звонка. Да, Светлана Николаевна, конечно, вот сейчас некоторые телезрители, радиослушатели, жители города Якутска вот сдают, скажем, тест на ПЦР, да, например, или на ковид тоже. Но иногда бывает, сетуют на то, что вот, ну, анализы задерживаются, результаты задерживаются на несколько дней. Как у вас в больнице? Ведь тут такие факты, наверное, тоже есть. Ну, от этого как бы никто не убережен, да. И именно здесь возникают чисто технические проблемы, проблемы того, что иногда госуслуга зависает, как в народе говорят, да, или все-таки вот интеграционные моменты нашей вот лабораторной информационной системы, нашей медицинской информационной системы интеграции с госуслугами где-то пропускается, и, конечно, вот такие моменты бывают очень даже несвоевременные. Я хотела бы, конечно, попросить наших радиослушателей, телезрителей, чтобы они всегда проверяли свои исходные данные в госуслугах и даже в медицинских документах, потому что от этого зависит именно вот получение информации, результатов не только ПЦР-исследования, а в последующем и будет всех исследований, потому что будет дневник, непосредственно своя карточка, медицинская карточка в госуслугах каждого пациента. Вот они там будут под ним получать все результаты исследований. Мы к этому идем. Да, конечно. Светлана Николаевна, но остается совсем немного времени у нас до конца вот этого первого блока и прямого эфира с вашим участием. Да? Вот основные вехи, наверное, все-таки модернизации первичного звена. Что вот сделано у вас, ну, скажем, в текущем году вот в вашей городской больнице номер 3 города Якутска? Вы знаете, вот, развитие первичной медико-санитарной помощи, она имеет глобальное такое значение. И на сегодняшний день наша больница уже построена ФАП в Старой Табаге, да. Мы на сегодняшний день получили автомашину в рамках проекта. Ну и также, конечно, в Хатасах мы поставили рентген-аппарат в рамках тоже проекта. Это, конечно, очень помогает для оснащения лечебных учреждений, но также еще не только оснащение, на нем же должны работать кадры, поэтому у нас кадровая подготовка в рамках тоже первичной медико-санитарной, ну, как бы вот этой программы, она тоже идет очень активно. Ну, у вас, я знаю, что есть вот в вашей больнице КТ.
Кстати, по-моему, уже то ли в прошлом, то ли позапрошлом году он был, да? Сейчас он работает, летом он, по-моему, не работал, насколько я знаю. Да, понимаете, вот мы этот КТ получали в рамках тоже национального проекта. Это было 12-й год, представляете? И вот в течение 7-8 лет на этом аппарате было сделано всего лишь где-то около 9 тысяч снимков, и он как бы ресурсно работал. Мы думали, что еще дальше будем работать, но в 2021 году и 2020 году на этом аппарате было сделано порядка 16 тысяч снимков. Аппарат, конечно, все ресурсы свои выработал, и этим летом он сломался. Мы его часто восстанавливали, а это время не маленькое, да, и поэтому, конечно, кое-какие трудности мы тоже имели, но учитывая то, что сейчас у нас есть единая вот такая вот программа, в рамках которого идет запись на все исследования МРТ, КТ, мы используем все имеющиеся ресурсы в городе, поэтому мы можем их записать на КТ-исследования в первую даже поликлинику, национальный центр города Якутска. Есть уже КТ-кабинеты такие коммерческих предприятий, да, которые мы тоже можем записывать. Есть частные, программа такая, да, Профомс, мы записываем. В принципе, вот эта система, она неплохо работает, и мы друг друга, конечно, очень сильно выручаем. Ну что ж, у нас времени совсем остается немного, да? Александра Николаевна, ну и в конце, наверное, что бы сказали, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, жителям города Якутска, пациентам, которые вот входят в группу, скажем, да, вот охватывают ваши больницы, да? Ну, очень рада, что мне дали такую возможность сказать. Призываю всех прививаться. Сейчас такой сезон, когда можно сохранить и свое здоровье, и здоровье своих близких, да, именно прививаясь. Есть возможность профилактически как бы себя оздоровить, и этим надо заниматься. Ну и закаливание, конечно. Так, ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, надо сказать, что действительно сегодня речь мы вели о тех заболеваниях респираторных, да, действительно надо прививаться и от гриппа, и от коронавируса COVID-19. Ну, сегодня на вопросы наши отвечала главный врач Якутской городской больницы номер 3 города Якутска, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия Светлана Николаевна Давыдова. Светлана Николаевна, ну и, наверное, надо сказать, что вот у вас очень большой же охват населения все-таки. Сколько человек сейчас вы охватываете? Сейчас уже увеличивается. Сейчас у нас порядка годом, да? 83 тысячи населения. Но с учетом того, что строительство еще звездного городка, где планируется, что будут жить более 11 тысяч населения, мы ожидаем, что где-то к концу 2024-2025 года у нас будут проживать на нашей территории порядка 100 тысяч человек. Ну что ж, сейчас мы уходим на рекламную паузу, уважаемые телезрители и радиослушатели, и вернемся вновь в нашу студию. Оставайтесь с нами. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня». Продолжаем наш прямой эфир. Напомню, что на все вопросы в этот раз ответит и здесь, и сейчас наш очередной гость. Я его представлю. Это заместитель директора Института мерзлотоведения имени Мельникова по научным вопросам Сибирского отделения Российской академии наук, доктор географических наук Александр Николаевич Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Ну и тема географические закономерности распространения и развития вечной мерзлоты. Вот. И, конечно, вот о глобальном изменении климата вот в наши дни говорят и дискутируют все, от политиков до ученых, простых граждан. Ну, различные форумы посвящены этой тематике, вырабатываются некоторые позиции, но, увы, не затронута, мне кажется, еще одна, так скажем, масштабная проблема деградации вечной мерзлоты, криотализоны под влиянием климатических условий. Ну, сегодня такая вот тема у нас будет, уважаемые телезрители и радиослушатели. Если у вас возникнут вопросы в ходе прямого эфира, то, пожалуйста, звоните нам в студию. Телефону я сейчас скажу. 32 2066 32 11 66. И задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, может, даже и предложения. Ну что ж, мы начинаем нашу передачу. Александр Николаевич, ну как вы оцениваете вот нынешнее состояние, ну, скажем так,
изменения климата, да, глобального такого. Вот. И вы согласны с тем, что все-таки о вечной мерзлоте не так часто и звучат? Эта тема актуализированная, да, уже, в общем-то, вот на международных и всероссийских форумах. Как вы считаете? Ну, конечно, вот эта проблема, она существует уже давно. Угу. Это где-то, когда подняли проблему потепления климата, это в конце 60-х годов. Угу. И с тех пор, конечно, потепление климата на устах. Но потепление климата, так получилось, что в основном вот эта тема дискутируется в научных кругах. В научных кругах. Обычно, в научных кругах. И потом научные исследователи проводят большие исследования, и эти исследования, и результаты этих исследований, они публикуются в журналах научных. Конечно же, вот это немножко отделяет от населения. Не каждому доступно, конечно, такая информация. Не каждому доступно. И потом еще, помните, наверное, вот последние десятилетия, то, что российская наука должна публиковаться на англоязычных, в англоязычных журналах. И это тоже отодвинуло от людей. И поэтому вот какой-то вакуум остался между наукой и между населением. И поэтому вот эта проблема, как бы вроде она известна. Существует, известна в науке, есть хорошие результаты, но то, что вот до людей, это не доходит. Вот есть такая проблема. Да, но все-таки, конечно, изменения климата влияют на вечную мерзлоту, она деградирует ее. Это так? Да, это обычно кто-то очень много в мире дискутирует. Есть потепление климата или нет потепления климата там. Конечно, там, если это потепление климата определяет только по шкале градуса, да, а у нас это все наяву. И поэтому, я думаю, что где в зоне вечной мерзлоты, это не проблема, потому что то, что потепление идет, и как реагирует вечная мерзлота, конечно же, с деградацией, и, конечно же, это никаких сомнений у нас не остается. Александр Игнатьевич, а вот где у нас в республике, в каких районах, в каких местностях наблюдается, вот эти факты имеются уже конкретные, реальные, скажем так? Нет, у нас практически вся территория Якутии, она находится в зоне сплошной мерзлоты. Да. Есть прерывистая мерзлота, есть островная мерзлота, но все равно мерзлота есть. И то, что реагирует где-то больше, где-то меньше, может быть, но реакция идет по всей территории Якутии. Не только территории Якутии, по всей территории Сибири и крилитозоны России. Вообще мира идет. Вот это. И, конечно же, мы через научные журналы и личные контакты, и, конечно же, мы знаем, что и на Аляске, и в Канаде, в Скандинавии, в Тибете, в Китае очень большие проблемы с деградацией вечной мерзлоты. Как у нас тоже большие проблемы, об этом поговорим, наверное, и, конечно же, это очень большая проблема сейчас.
Мгм. Вот на территории города Якутска, да, если взять город Якутск, городской округ, вот была же информация тоже, да, о том, что все-таки вот некоторые жилые дома, да, помещения находятся тоже, ну, уже какие-то первые звоночки, первые какие-то такие, да, уже факторы уже говорят о том, что все-таки вот почва зашевелилась, скажем так, вечная мерзлота начала какое-то движение, скажем так. Да, есть такие проблемы. То, что вечная мерзлота, она уже не та, как раньше. Ну, например, в городе Якутске вот наши исследователи вот, определили, что вот в 30-х годах, 40-х годах средняя вот эта температура в городской части, да, в центре города, температура была где-то около 7, около 8 градусов Цельсия минус. Сегодня это средняя температура, это наши пробурили и исследовали около 100 скважин. Средняя температура около минус 4. Это практически 2 раза. Вот это повышение температуры произошло. Такое же повышение температуры идет везде с глобальным потеплением климата. Пусть это будет Норильск, пусть это будет Анадырь и наши поселки, города, везде идет вот такой пресс глобального потепления климата. И, конечно же, изменений очень много. Ну, вот даже взять вот нынче, да, Верхоянский район, да, наш, вот там, знаете, вот это вот подтопление, это, да, и действительно тоже нанесло колоссальный урон все-таки вот региону и тем вот жителям того же Батагая, скажем так, и других населенных пунктов, да, пострадавших от наводнения. Это уже тоже звоночек, и, конечно, это на территории уже арктическая зона. Да, ну, я думаю, звонки уже были давно, потому что... Это очередные такие. Да, да, это то, что вот этот такие наводнения там и так далее, это же из-за потепления климата. Это климат меняется. У нас было стабильное развитие климата, да, а сейчас мы получаем вот такие наводнения, вот такие дожди там и так далее, да. И, конечно же, это играет очень большую роль в деградации вечной мерзлоты. И, конечно же, при таких дождях там и так далее, и это температура мерзлых пород, конечно, повышается, глубина сезонного протаивания увеличивается, и процессы идут. Так, ну вот тогда такой вопрос, вот, Александр Николаевич, в чем тогда вы видите выход, как ученый-мерзлотовед? Что нужно предпринять? Ну, вообще, вот когда вот я думал над этим вопросом, конечно, и мне кажется, в первую очередь люди не знают, где вот опасная мерзлота, где не опасная, и что мерзлота бывает разная и так далее. И, конечно же, вот это какой-то вот это образовательный процесс нужен, потому что знать надо, где живешь, что надо делать, чтобы тебе плохо не было, там и так далее, да. И поэтому наш институт работает вот над этой проблемой. И вообще все мерзлотоведы мира работают. И, например, составляем карты, где опасно жить, где много подземных льдов, где меньше их, где можно строить там и так далее, развивать хозяйство там и так далее, легче будет, без проблем. Даже если деградация вечной мерзлоты будет, то вот этот большого вот этого негативного эффекта не будет. Вот такие вот условия. Ну, вот какие-то предложения ваши, например, вот тем же органам власти, да, местному самоуправлению, тем же строителям, наверное, что-то, наверное, они идут уже сейчас конкретно. Ну, есть, конечно, готовятся какие-то есть мероприятия. Есть мероприятия, которые вот это надо использовать. Ну, во-первых, вот нельзя осваивать зоны риска.
Ну, в зонах риска мы считаем, что это где вот эта мерзлота имеет очень много подземного льда. Вот эти участки желательно не надо осваивать, потому что все равно природа потепления возьмет свое, и деградация все равно придет. Вот, например, в Чурапчинском улусе, да, вот уже были сюжеты, вот уходили тоже туда на центральные телеканалы. Вот там уже конкретно деградация идет и почвы. Ну, я бы не сказал, что только Чурапчинский улус, это практически районы Заречья. Заречье. Заречье. Центральная часть. Они практически и Колыма, Верхоянье, да, и Вилюй тоже. Вот они вот являются расположены вот на вечной мерзлоте, где очень много льда. Вот поэтому в этих районах очень опасно вот это развивать. Хорошо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, наши телефоны 32 2066 32 11 66. Если есть вопросы, то готовьте. Сейчас мы ходим на небольшую рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим беседу. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, наш заключительный блок телерадиопрограмма «Якутск сегодня». Напомню, сегодня у нас в студии заместитель директора Института мерзлотоведения имени Мельникова по научным вопросам, доктор географических наук Александр Николаевич Федоров. Сегодня мы говорим об изменении климата и деградации вечной мерзлоты. Александр Николаевич, давайте продолжим тему, то, что говорили до ухода на рекламу. Да? Какие еще предложения звучат со стороны ученых-мерзлотоведов? Ну, конечно, предложения есть. И, конечно, если хозяйство, там, субъекты, которые вот это освоение ведут, конечно, они консультируются у нас. И какие мероприятия использовать, чтобы стабильную мерзлоту держать, строительство как вести, как строить дороги там, и так далее, сельскохозяйственные угодья, как мы должны держать, чтоб не было больших изменений, деградации там не было. И, конечно же, мы работаем в этом направлении. Но есть еще некоторые эти моменты, где мне кажется, что какая-то недоработка идет. Это поселение, это деревни, поселки. Люди в своей усадьбе, слава богу, мы живем на мерзлоте очень давно, народ. И, конечно же, знают от дедушки, от прадедов там, и так далее. Все это знаем. И люди у себя на усадьбе это соблюдают. А за усадьбой никто не соблюдает. И когда мы смотрим эти космические снимки там, и так далее, между усадьбами что происходит, это люди еще не адаптировались, что изменения идут очень серьезные. И в этом направлении, я считаю, что в этом направлении надо работать. И как работать там и так далее, мероприятия, они ясны. Это уплотнение снега, уборка снега там и так далее, да. Это мерзлотные завесы сделать. Но они все известны. И а как это делать? Вопрос в этом. И, конечно же, то, что адаптация идет очень медленно. Люди, живут и, не думают, что им этот бумеранг ударит другой стороной. Им.
ударит, да, об этом мало думают. Ну, здесь, конечно, надо как-то вот это сообща, наверное, вот, работать. Да, действительно, вот это очень актуальная тема, это адаптация населения вот к изменениям климата, да, и вот тоже деградации вечной мерзлоты. Ну, я думаю, что понимание придет, наверное. Как Понимание, говорится, пока конечно. петух не клюнет, как у нас говорят, да? Да, мужик не перекрестится. это обязательно придет, придет, и, ну, чтоб минимум вот этих негативных последствий было. Вот это. Зачем, например, вот этот вот, ну, я вот бываю в поле, там, по работе, зачем осваивать вот этот ледовый комплекс под строительство? Это надо вот очень осторожно. Если осваиваешь, да, и обязательно совсем другие технологии нужны. Придерживаться других технологий там и так далее. Но их мы не знаем и начинаем строить. И, конечно же, здесь нам надо не только с населением, но в первую очередь надо работать с властью, наверное. Власть, администрации там и так далее. Где можно осваивать, где нельзя осваивать и почему нельзя. Об этом мы пишем в своих научных трудах. И их надо вот этот вот довести до людей. Ну, конечно, наверное, Александр Николаевич, согласитесь со мной, возможно, с тем, что вот сегодня научное сотрудничество, да, вот с вашими коллегами, учеными, мерзловетами из других стран мира, ну, вот сегодня вот этими масштабными санкциями, непростой ситуацией в мире, да, глобальными изменениями, наверное, вот эти происходит тоже какое-то вот, наверное, отождествление, наверное, какое-то, да, и вот что-то остановилось, наверное, вот в каком-то сотрудничестве между научными учреждениями, скажем, других стран мира. Да, вы правы. Российская наука не вне же общества. Конечно. Это мы в этой же власти и в этом же обществе. И, конечно же, эти санкции идут и к нам. Пандемия очень подкосила. Вот что тоже, да, показала. Да, ее подкосила. Потом вот политические процессы тоже. Нету контакта. Ну, нельзя говорить, что контакта нету, но рабочего контакта нету. А то, что научный контакт, человеческий контакт, он есть. Мы каждый день разговариваем со своими коллегами. Почему? Конечно, интеграция очень важна. Конечно. Это все знают. И интеграция важна. И самое главное, сейчас мы одни остались. Вот на этой вечной мерзлоте будем говорить. Да? Вот это все-таки Якутия, Сибирь, российский север. Это мировая лаборатория изучения вечной мерзлоты была. Да. И вот это отключили вот эту систему, иностранцы вот не могут работать, продолжать работать, да, и, конечно же, они очень помогали, вместе мы, конечно, сильнее были, а сейчас мы остались одни. И, конечно же, это очень плохо. Ну, взращивать-то молодые кадры, Александр Николаевич. Ваш институт взращивает, насколько я знаю. Конечно. Молодые, перспективные, научные кадры. Да, у нас очень много молодых. И самое главное еще то, что в своих лабораториях, вот, полевых лабораториях, мониторинговых полигонах, стационарах, мы изучили очень много классных специалистов из зарубежных стран. Это наши коллеги молодые. Да, они сейчас становятся профессорами. Да, они стоят почти у руля науки сейчас. И, конечно же, жаль, что вот такой вот этот хороший контакт, ну, как-то вот, ну, получается,
не совсем здоровым. Мгм. Но, тем не менее, все-таки, конечно, надо как-то самим, наверное, собственными силами, собственными ресурсами, если они имеются, да? Да, Все-таки да. проводить те же научные исследования вот по тем проблемам, о которых мы говорим сегодня с вами. Ну, конечно, мы же все люди. Мгм. Мы адаптируемся. Ну, раз этого нету, да, то значит мы находим другие пути, другие направления. И, конечно же, очень хорошо, что у нас в Якутске есть НОЦ, научно-образовательный центр. Север. Да. Мгм. Потом еще до этого Академия наук проводила исследования по комплексным научным исследованиям. Вот мы сейчас вот эти основной упор в этих своих исследованиях стали делать вот через вот эти проекты. Проекты. Мгм. В общем-то, да. И я считаю, что, ну, конечно, когда разговариваешь со своими друзьями из-за рубежа там, и так далее, я говорю, что у нас вот такие проекты там, и так далее, они очень жалеют, что не работают. Мгм. Они очень хотели бы вот это, потому что задачи ставятся конкретные, Мгм. цели, они должны дойти до людей там, и так далее. И, конечно же, это, я считаю, что наша наука, вот якутская наука, ну, российская наука, будем говорить, российская наука, она не стоит на месте, она ищет свои пути. Вот сегодня, в настоящее время, Александр Николаевич, вот российская наука, на ваш взгляд, какое направление вот считает самым основным, наверное, в решении вот той проблемы, которую мы тоже сейчас вот обсуждаем вместе с вами? Ну, это у каждой науки свое направление. Ну да, конечно. Свое направление. Вот. Ну, именно. У нас мерзлотоведение, проблема геохронологического мониторинга. Мгм. Почему вот эти аварии идут? Норильск. У нас, я не буду, чтобы задеть кого-то, я не скажу, у нас тоже есть аварии. У нас есть аварии, все знают. И, конечно же, чтобы этих аварий не было, нужно слежение. А это и есть мониторинг. Мониторинг. Геохронологический мониторинг. Вот это процессы как идут и как они влияют на общество, на инфраструктуру там, и так далее. Вот это мы изучаем. Вот это основное направление сейчас. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, тема была очень интересная. Беседа вот с Александром Николаевичем Федоровым, заместителем директора Института мирозаведения имени Мельникова по научным вопросам Сибирского отделения Российской академии наук, доктором географических наук. Вот, Александр Николаевич, спасибо вам за участие в передаче. Надо сказать, что действительно приходят сейчас большие изменения, да, и в природе, и нам, северянам, не безразлично, что происходит у нас с вечной мерзлотой. От этого зависит будущее нашей республики, нашей страны. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, до свидания, всего доброго.